Со 2 по 11 апреля в Москве проходил чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборную России представили североостинские спортсмены Тимур Наньев и Яна Сотиева. Тяжелоатлеты принесли в копилку сборной России бронзу и серебро. Подробнее обо всем Сабина Гатагова. Готовились к выступлениям спортсмены основательно и серьезно. Начали задолго до чемпионата Европы. Из-за пандемии соревнования переносили несколько раз. Тимур Наньев рассказывает, что сложно было настроиться психологически. Подготовка у нас была год назад. Мы готовились тоже на чемпионат Европы в Москве. Его перенесли. Потом второй раз готовились, тоже перенесли. Это уже была третья подготовка, соответственно, и психически, и физически. Это большие затраты мы потратили на подготовки эти две. Когда была у нас первая подготовка, у меня физическая форма была намного сильнее. Упорная подготовка и как результат бронза. Но на этом тяжелоатлет останавливаться не собирается. Его главные соревнования впереди. Это Олимпиада 2021 в Токио. Тимуру досталась единственная российская путевка на летние игры. Спортсмен выполнил все необходимые лицензионные требования. Подготовка проходит под чутким руководством тренера отца Тимура. Он делится: главная цель, как и у любого другого спортсмена, победа на Олимпийских играх. В течение 2020 года везде на всех лицензионных соревнованиях участвовали, где нарабатываются очки и, соответственно, зарабатывается лицензия на поездку на Олимпиаду. И он на всех, это минимум 6 международных стартов должно быть, и уровень выступлений должен быть хороший. И вот он все заработал. В копилке осетинских тяжелоатлетов есть еще одна медаль – серебряная, у Яны Сотиевой. История 18-летней штангистки на соревнованиях не совсем простая. Спортсменка смогла поднять в толчке 137 килограммов. Это гарантировало ей золотую медаль. Но судьи засчитали нарушение, дожим локтя. В этой ситуации мы были уже бессильны. Не имеет права оспаривать ни тренера, ни никто. Ну, конечно, неприятно, обидно. Потому что когда вот уже у тебя в руках почти золотая медаль и тебя ее забирают, конечно, обидно. Но главное не сдаваться, идти вперед, дальше работать еще усерднее. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из почти 40 стран. Разыгрывались по 10 комплектов наград среди мужчин и женщин. В активе сборной России 9 медалей. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.